В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. На переправе Якутск-Нижний Бестях в тестовом режиме заработал единый накопитель. Многолетняя проблема региона близится к завершению. Эксперты осмотрели местность для строительства будущей автодороги от села Солянка в Алекминском районе. Якутское национальное телевидение сегодня отмечает 57-летие. Начальника подразделения авиакомпании «Якутия» подозревают в коррупции и взятничестве. У ФСБ и МВД на транспорте пресекли незаконную деятельность. Установлено, что должностное лицо неоднократно получало от предпринимателей взятки в виде денег за выигрыш в конкурсе и последующее заключение договора о оказании услуг по обеспечению бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов авиакомпании «Якутия». Он открыл банковский счет, на который руководители коммерческих фирм из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Анапы перечисляли требуемые сумму денежных средств за победу в тендерах. В настоящее время задокументировано 5 эпизодов взятничества. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. План завоза грузов в Якутии выполнен на 99,8%. Об этом на заседании правительственной комиссии сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Навигация в этом году осложнилась пандемией коронавируса, обмелением рек, лесными пожарами. Но несмотря на трудности, поставленный план практически выполнен. К примеру, уголь с разреза Джибари-Кихая доставлен до пунктов назначения в Усть-Майский и Устьянский районы. При общем плане более 1 миллиона тонн осталось завезти 2000 тонн. В частности, угля, нефти, продовольственных товаров и сельхозпродукции. На переправе Якутск-Нижний Бестях в тестовом режиме заработал единый накопитель. Он позволит упорядочить движение автотранспорта, погрузку, выгрузку судов. Многолетняя проблема региона близится к завершению. Работу переправы проверила Виктория Федорова. Всего в окрестностях Якутска действуют 3 паромные переправы. И каждое лето по направлению Якутск-Нижний Бестях разыгрываются настоящие баталии с ссорой и руганью. Нередко доходит и до рукоприкладства. Для решения наболевшей проблемы в конце августа этого года правительство республики рассмотрело и утвердило комплексные планы по развитию территории причалов. Заезжают машины в чистую зону, на корабль, соответственно, оплата, касса, единый тариф, единая система обеспечения. Есть свободный паром. Этот паром сразу подается, чтобы снять эту очередность и так далее, и так далее. И регулируется весь поток машин. Если раньше каждый перевозчик был сам по себе, наладить порядок на переправе, особенно в сложные сезоны и в выходные дни, было практически невозможно. Сегодня же частные перевозчики объединились в одну общественную организацию. Чтобы упорядочить движение автомобильного транспорта, избежать столпотворения, столкновений, каких-то там драк, разборок, значит, объединились в прошлом году в середине навигации, объединились в единое расписание с компанией «Лентранс» и стали работать уже с 7 паромами по единому расписанию. А для удобства автомобилистов Министерством инноваций Республики разработано мобильное приложение, которым водители могут начать пользоваться уже со следующей навигации. Также будет сформирована одинаковая стоимость проезда. На сегодня установлены дорожные отбойники, полусферы для разграничения полос, шлагбаумы, светофоры и КПП. Сам накопитель представляет из себя огороженную площадку для проезда и ожидания транспорта. Определена схема движения, установлены камеры видеонаблюдения, камеры нарушений правил дорожного движения, соответственно, элементы благоустройства, торговые точки, санитарные зоны. Ну и, соответственно, это все позволит, соответственно, также прозрачно проводить все платежи. Михаил Алексеев вот уже на протяжении 15 лет занимается грузовыми перевозками. Сегодня его полностью нагруженный бревнами КАМАЗ должен перебраться через реку. Только надо причал, вывеску просто поставить. Номер 3, 4, и вообще будет хорошо, нормально все будет тогда. Все отлично сделали. Ага. Перевозками занимаюсь. Иногда переходит через реку, постоянно почти в основном ехать. Вскоре такой же накопитель заработает и на другом берегу переправы. Сегодня будний день. Из-за этого накопление автотранспорта не наблюдается. В такие дни новое сооружение будет служить в качестве так называемой зеленой полосы для проезда. А то, как будут обстоять дела дальше, увидим уже завтра, ведь впереди выходные. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. В прошлом году во время визита главы Якутии в Алекминский район было дано поручение рассмотреть вопрос строительства автодороги от села Солянка. В эти дни в районе отработала ответственная группа. Она осмотрела местность, где можно начать строительство. Елена Фаст продолжит тему.
Есть в Алекминском районе участок дороги, который хорошо знаком тем, кто проезжает в Распутицу зимой до Якутска, Солянский косогор. В ближайшее время начнутся реальные движения по решению вопроса. В рамках работы по подготовке к автозимнику сделаем эту дорогу, и люди уже будут раньше ездить по времени вот с Балаганаха до Солянки и, естественно, до Алекминска. Конечной точкой выезда группы с первым заместителем генерального директора управления дорог республики стало село Балаганах, а цель – на месте оценить возможность соединить районный центр Алекминск и через Балаганах Харинцы. Глава Наслега уверен, это станет реальным прорывом. Это чисто стратегическая дорога будет для Алекминского района. Если вот этот участок Солянка и Балаганах построим, и мы с Солянки, которая стоит между Санихзатом и Малаканом, можно считать, эта дорога открыта, кроме май, июнь, июль месяца. Инфраструктура – это развитие по всем направлениям. Недаром глава республики, будучи в Алекминске, давал поручение проработать этот вопрос. В принципе, 36-километровая протяженность. Увидели, что в 4 местах необходимо построить мостовые сооружения. Для Алекминска эта дорога более чем необходима. Это не столько пассажиропоток, сколько развитие по всем направлениям отраслей, как промышленных, так и сельскохозяйственных. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Теперь об эпидобстановке. Количество суточных больных коронавирусом в Якутии продолжает расти. За минувший день выявили 106 случаев. Из них в столице 63 положительных теста на COVID-19, в Татинском районе 8, в Амгинском 6, в Сунтарском 4. Случаи в этих районах связаны с проведением массовых мероприятий. В Алданском, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах зафиксировано по 3 случая. В остальных районах по 1-2 заболевших. За сутки от COVID-19 в республике скончались 2 человека. На настоящий момент главной задачей является задача контроля за наличием лекарственных средств в аптеках Республики Саха-Якутия. Контроль осуществляется ежедневный. При необходимости, пополняются сегодня фонды. Во всех учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия достаточный запас для того, чтобы обеспечить, соответственно, лечение больных лекарственными препаратами имеется. Кроме того, сегодня глава Республики Саха-Якутия поставил задачу усилить контроль за ценами, за лекарственными средствами в наших аптечных киосках. Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе усилят контроль за исполнением санитарных требований. За время пандемии по Якутии проведено почти 4500 рейдов по объектам общепита, торговли и бытовых услуг. Комиссия составила порядка 200 актов, полсотни дел направлено в суд. Общая сумма штрафов составила 1 200 000 рублей. Я бы хотел сегодня, воспользоваться моментом, обратиться к главам муниципальных образований. Прошу усилить контроль совместно с органами Потребнадзора и Управлением внутренних дел на местах и, усилить данную работу. В связи с этим вы все знаете, что буквально позавчера главой республики было проведено совещание с главами муниципальных образований об усилении контроля по данной работе, по проверке объектов соцкультбыта, торговли и общепита. Национальная вещательная компания «Саха» запустила мобильное приложение, в котором можно смотреть новостные выпуски в прямом эфире, а также любимые сериалы, ток-шоу и документальные передачи. Приложение доступно на платформах iOS и Android. Помимо просмотра, каждый пользователь может предложить свои идеи новостных сюжетов или телепередач благодаря сервису «Мобильный репортер». Для любителей якутских сериалов доступна прямая ссылка с сайта сериалов НВК онлайн. Напомним, в сетке вещания канала есть информационные и развлекательные программы, кино, сериалы, документальные проекты, передачи для молодежи и детей. В преддверии Дня телевидения мы запустили новое приложение, которое называется НВК Саха. Это можно скачать на App Store и на Android. Да? Здесь мы видим прямой эфир, который сейчас идет, программу передач. Также здесь можно посмотреть, сразу перейти на ссылку на наши якутские сериалы. Также здесь есть приложение «Отправить сообщение». Теперь вы можете через это приложение отправить нам сообщение, что нравится,
нравится, что не нравится, или может быть какое-то обращение. Да. Также здесь в приложении мы запустили мобильный репортер. Если человек, наш телезритель, попал в какую-то интересную ситуацию, может снять, сделать видео, написать текст и отправить нам, который и может стать соучастником наших новостных выпусков. Свое 57-летие отмечает национальное якутское телевидение сегодня. Его историю и чем живет вещание, расскажет и покажет Юлия Михайлова. Это здание знакомо почти всем жителям Якутии. Полгода назад коридоры НВК «Саха» опустели из-за угрозы распространения ковида. Все, кто может, работают удаленно. Это координаторы эфира, режиссеры, редакторы. Меня зовут Туяра Филиппова, я редактор телеканала «Якутия-24». Ежедневно гости канала рассказывают о самом актуальном в прямом эфире. Пандемия внесла свои коррективы. Почти все гости актуального интервью выходят по скайпу. В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Каждый филиал телеканала, помимо сюжетов на новости, снимает большие репортажи. Вместе с героями репортажей мы удивляемся, горюем и радуемся. Все снято. Давай занос. Еще раз, мне нужен крупный план. Понял тебя, иду к берегу. Благодаря камере Сергея Козюры вся Якутия и не только восхищается видами Южной Якутии. В Нернгринском филиале НВК «Саха» трудится команда из 6 человек. Ежедневно мы делаем новости про Нернгринский район. Рассказываем, чем и как он живет. Говорим о проблемах, о людях, горняках, производственниках, промышленниках, педагогах, медиках, оленеводах и многих других. Новости, несмотря на ограничения в связи с пандемией, продолжают выходить в прежнем объеме каждый час. Ведущий, верхушка айсберга работы огромного коллектива, должен быть готов к любой внештатной ситуации. Конечно, бывает здесь. Главное собраться, посмотреть на это все дело немножечко более спокойным взглядом. И все дальше тоже пройдет хорошо и как по маслу. В прямом эфире, как на передовой, те, кто ведет эфир, выпускающий шеф-редактор, режиссер, звукорежиссер, техники, Skylарk, должны просто жить новостями, чувствовать их и слышать буквально всем телом. Ежесекундно буквально меняется картина в новостях. Бывает и такое, бывают внештатные ситуации. Но так как здесь работают исключительно профессионалы, мы всегда справляемся с поставленной задачей быстро что-то решить во время эфира. Сегодня в профессиональный праздник новости и все остальное выходят, как обычно, строго по времени. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, телеканал «Якутия-24». На этом пока вся информация. Наш телеканал продолжает следить за новостями. До встречи в эфире.